Продвижение национальной литературы, современные форматы книгоиздательства обсуждают в Уфе на форуме писателей. Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала «Республики». У нас гости из Дагестана: Сюпьянат Мамаева, поэт и главный редактор журнала «Танк Чолпан». Здравствуйте, Сюпьянат Магомедовна. Расскажите, пожалуйста, вот как вы считаете, насколько своевременно проведение форума писателей и что сегодня главное в повестке? Скажу, что не просто своевременно, вы даже опередили, можно сказать, потому что везде сейчас это идет, начинает уже думать, а вы уже предприняли, и тем более руководство республики, от них это исходит идея, и предложение их было, то, что поддержать развитие литературы, сохранение родных языков, чтобы издавались талантливые авторы. И не просто выходили книги, а выходили достойные книги, на которых можно было ориентировать молодежь, будущее наше. И что отрадно, что меня даже записали, я смотрю, секция будет семинар, где мы будем говорить о детско-юношеской литературе. Ведь являясь редактором крупного журнала нашего, единственного журнала на языке, на моем кумыкском языке, «Танк Чолпан» – это первый журнал на Северном Кавказе, который выходил на кумыкском языке. Являясь редактором, во время подписной кампании я говорю больше с детьми, потому что надо готовить будущее. Если дети не будут читать наш Карчуга, детский журнал «Соколенок», они не смогут быть подготовленными. Не будет у меня читателей этого журнала, потому что основы все-таки мы закладываем с детства детей. Дети должны слышать колыбельную речь. Мы уже перестали петь детям колыбельные песни. Ведь эти песни колыбельные, это почему говорят родной язык, анатиль. Вот то, что молоком матери впитывается. И это остается. И все лучшее. Ведь мать это самое сокровенное передает своему, самому сокровенному. И поэтому очень важно, чтобы в ребенке с детства была заложена любовь к языку, к слову, к музыке, к песне, к родной земле. Это и есть светлое будущее. Скажите, пожалуйста, вот что должны сегодня, по вашему мнению, авторы национальной литературы сделать, чтобы встреча с читателем состоялась, и чтобы завтра язык знали и читатели все-таки были? Я думаю, надо в семье, в садиках, в детских садах обязательно должны. У вас-то есть эта возможность. У вас не так уж много. У нас в Дагестане очень много национальностей, народов. На этих языках это очень тяжело поддержать, даже финансово, материально вот поддерживать это все. Но к этому надо идти. Потому что когда человек чувствует о нем заботу, о своем народе, о языке, о культуре, он становится намного чище, намного свободнее, намного больше начинает любить, потому что в нем, в человеке зарождается новое, светлое, свободное. И ты хочется к этой красоте хочется идти и нести это миру. Вот чем чище и лучше мы, тем лучше становится народ, потому что мы этот свет несем в люди, в народы, в мир. Мне кажется, в каждом народе, когда будет такое отношение к языку, к литературе, конечно, надо издавать больше для детей. И самые лучшие произведения. Вот для садиков легкие такие стихи, которые запоминали бы они, и потом говорили, вот мы в детстве вот эти читали, чтобы оно и воспитывало, и несло именно вот какой-то вот культурный код этого народа. Мы должны это нести. Расскажите, пожалуйста, как в Дагестане строится практика вот у вас по продвижению родных языков? Ну, у нас, я говорю, в школах, конечно, мало уделяется этому внимания. Раньше мы обучались, вы знаете, сперва даже с подготовительного класса по 4 класс мы изучали все предметы на родных языках. А потом уже пошли такие предметные эти на языках. А сейчас час-два. Этого очень мало. Надо больше внимания уделять изучению родных языков. Если мы не будем это говорить на своем языке, если мы это читать не будем с детства, мы не сможем прийти действительно к решению больших проблем, как издание, как написание, издание книг. И каждый автор, каждый герой произведения должен воспитывать в человеке все лучшее. Поэтому, я думаю, очень важно издавать для детей
настоящие профессиональные книги. Не то, что вот сейчас в последнее время все стали поэтами и писателями, а надо находить самое талантливое, вот зерно, где есть талант, надо поддерживать. И она все-таки этот национальные эти должны, туда надо вложить, чтобы получить. Сегодня не идут изучать родные языки. И в школах многие говорят, а зачем? А надо, чтобы эта работа оплачивалась хорошо. Если не оплачивается, это не пойдет. Надо показать престиж этой профессии. Профессии людей, которые занимаются словом. А ведь слово самое сильное оружие у нас. Писатель – это радар своего времени. Мы все эти проблемы должны нести, идти впереди. Вот это слово должно идти, и где нужно успокаивать, где нужно бодрить, нести этот дух народа. То есть важна поддержка государства? Обязательно нужна, обязательно. Да. Форум писателей Я в Уфе. очень рада, что в вашей республике я это почувствовала. Очень приятно было, когда выступали вчера ваши представители в руководстве. Зампредседателя выступал вчера этот Азат Шамилевич. Эльмира Ратмировна, да, это по отчеству. Вот настолько понравилось, вот они говорят, вот они даже размышляют, анализируют, как писатель опаздывает или читатель опаздывает, кто опережает время, а ведь писатель должен намного опережать. Мысль, слово мы должны опередить, прежде чем они сделают вывод, прежде чем они пойдут не по тому пути. Мы должны быть действительно радаром своего времени. Вот, кстати говоря, про радар своего времени. Форум писателей в Уфе, программа. Что вы можете сказать про нее? Настолько эта работа, да вот настолько построена так, я говорю, даже дышать времени нет. Да вот все так, и так красиво, и так продумано, все. Молодцы. Я говорю, настолько такой труд. Я даже своим вчера общаясь говорю, работа очень, говорю, напряженно идет, и все пласты, вот все, что нужно. Мы вчера увидели такие эти, услышали песни, игру на гармонии, и эту любовь в народ, это костюмы. Вот все то, что нужно сохранить, вы несете в народ. Не только им, даже нам. Мы уже чему-то у вас учимся. Смотрим и думаем, да, вот это надо вот нам, у нас так сделать. Или там то, что мы делаем, хочется обязательно предложить здесь. Вот сегодня будет семинар, я очень хочу говорить с детьми. И творчество детей надо развивать. Вот дети, которые пишут, к ним надо подойти очень осторожно, с любовью, показывать. Я помню, 9 лет было мне, когда я написала первое такое. Ну, наверное, было просто рифмованное такое. У нас каждый второй говорит стихами. Ну, ребенок зарифмовал там какие-то эти стихи. Я помню, как меня в 9 лет в школе подняли и показали на школьной линейке. И потом, когда уже сказали, что я автор слов, поют мои эти самые песни, мне говорят, автор, слова, говорит, Мамаевой исполняет автор. А я еще не знала, что такое автор слова. Но аплодисменты, ну, то, что отношение ко мне, я уже ответственность чувствовала тогда. Потому что я знала, что-то я хорошее делаю, такое, что всем нужно. Раз меня они подняли, я не имею права опускаться. Я всегда должна эту марку нести достойно. Потому что каждый поэт, писатель, он не просто себя представляет. Он представляет народ, культуру народа, традиции народа, дух народа. Я уже не говорю о языке. Поэтому мы всегда должны быть примером для будущего поколения, чтобы мы достойно несли это зерно, которое даст хорошие плоды в будущем. Спасибо большое. И один очень последний короткий вопрос по поводу современных форматов книгоиздательства. Как вы считаете, писатели готовы перейти в электронный формат? Я думаю, не все писатели. Конечно, современном, да. Молодые, они легко это самое понимают, но классику, кто их будет на электронный? Это же тоже финансирование. Ну, не знаю, это очень серьезный такой вопрос. Ну да, я бы с удовольствием перешла, но я запах краски помню. Я люблю этот запах типографский, я люблю читать. Я хочу, чтобы ребенок взял книгу. Как выглядит настоящая книга, все-таки надо издавать. Электронная, она тоже должна быть книга, но от этого формата не должны отказываться. Мы должны читать и передавать. Спасибо вам большое. Сегодня гостем программы «Интервью» была поэт, главный редактор журнала «Таңчолпан» Супиянат Мамаева, и мы говорили о форуме писателей в Уфе. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.